В Гагарском районе уже приступили к вспашке земель. В машинно-технологической станции района 11 единиц техники. Среди них 8 пахотных тракторов, 7 из которых на ходу. Всего в этом сезоне предполагается вспахать от 200 до 300 гектаров земли. Главы администрации сел или сами сельчане оставляют заявки в МТС, и затем техника распределяется между селами. Вспашка 1 гектара стоит 2995 рублей. Эти средства позволяют МТС держаться на плаву. Пахотный сезон начался. Ну, не полностью начался, но уже есть заявки, есть уже некоторые хотят, просто ждут, чтобы пахать тоже очень, когда земля мокрая, невозможно пахать. Некоторые ждут, пока высохнет. Но в основном уже мы спахали 50 гектаров, около 50. Мы сегодня можем, вот в любое время суток мы можем начинать где угодно, в районе нашем. Вот. На это мы даже не обсуждается. Помимо вспашки, МТС оказывает и другие услуги – баранование, посев, лечение сельхозкультур и так далее. Машинно-тракторная станция, она готова. Есть вот 8-9 единиц техники, которые вполне достаточно для того, чтобы провести все весенне-полевые работы именно в этом районе. Это немного, к сожалению, это около 150 гектаров под пашни, там под кукурузу сеют. А лечение и все остальное есть техника достаточно нормальная. Вот они сами приобрели запчасти, мы пока не смогли помочь из-за отсутствия средств. Но техника готова. Беслан Джопуа также посетил фруктовые плантации Гагарского района. Цитрусовый совхоз «Абхазия» расположен в селе Осечко. Из 14 гектаров земли 8 находятся в аренде. Мандариновые деревья здесь были высажены еще в 60-х годах. Сегодня они нуждаются в замене. Неподалеку расположилась еще одна мандариновая плантация. Из 3 гектаров земли 1,5 в аренде у частного лица. И здесь мандарины находятся не в лучшем состоянии. По той программе, которая у нас намечается между Министерством сельского хозяйства России и Абхазии, вот помощь, которую они собираются нам оказать, восстановление цитрусовых плантаций. Мы смотрели некоторые вот агрофирмы, где устаревшие плантации, где сами вот цитрусовые корни уже исторически устаревшие. Вот, поэтому мы смотрели, насколько пригодны эти плантации, эти территории для того, чтобы включить в эти проекты. Я думаю, что будем в дальнейшем в этом разбираться. Если вот такая помощь у нас будет со стороны России оказана, мы уже будем знать, где можем эти проекты проводить. Далее Беслан Джопуа посетил яблоневые сады, заложенные в 2012 году в рамках российской инвестпрограммы. В поселке Псахара располагается яблоневый участок в 4 гектара. Плантация находится в запущенном состоянии, но сами деревья плодоносят. Также Беслан Джопуа посетил плантацию в селе Махадыр. И здесь ситуация примерно такая же. Те люди, которые здесь находятся, вот кому передало государство, вот она заложила сады и дальше передала, они не в должной степени, наверное, ухаживают за садом, и в отсутствии, видимо, средств или каких-то других, но тем не менее такого не должно быть. Этот сад более-менее он ухожен, его можно еще восстановить. Они вот вроде говорят, что будут этим заниматься, но не запущенный сад. Есть запущенные сады, есть в Сухумском районе запущенные сады, а в Гаграх вот эти 2 участка, которые мы проверили, их можно пока вот привести в порядок, они будут как бы плодоносить. По словам Беслана Джопуа, все проблемные вопросы приняты во внимание и будут рассмотрены детально в ближайшее время. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.